Да потому что, когда рождаются детки наши, вообще все мы такие рождаемся, человеческие дети, мы рождаемся незрелыми. У нас незрело и желудочно-кишечный тракт весь незрелый, нервная система, глаза, ну вообще мышечная система, да, то есть мы дозреваем еще месяца 3-4. А наши парнокопытные друзья все, да, молочко которых мы активно пьем, они рождаются уже ходячими. То есть у них в молоке очень много белка для того, чтобы укрепить им вот их, чтобы они могли убежать от зверя, грубо говоря, да, ну вот как бы так они были задуманы. И поэтому молочко коровы той же самой, или там козочки, или еще кого-то, в нем очень много белка, очень много. У нас другая как бы система, да, но так как у нас дети рождаются незрелыми, и в первую очередь им надо, чтобы у них развился мозг и нервная система. Вот. Поэтому наше молочко состоит в большей степени из углеводов, потому что развивается от углеводов мозг и нервная система. Вот. И если бы мы рожали таких деток, как наши парнокопытные товарищи, то мы бы рожали годовалых. Но мы не выродили вот при нашем строении тела, да, так вот эволюция распределила, что мы не сможем выродить годовалого ребенка. Не те у нас пропорции. Поэтому мы рожаем очень незрелых детей, которые дозревают потом в процессе жизни у нас на руках и у груди.